Здравствуйте, ребята! С вами передача «Новости за школьной партой». Привет, ребята! С вами Рома и Гузель. Я хочу объявить нашим телезрителям, что сегодняшний выпуск будет посвящен празднованию 23 февраля. Этот праздник имеет многолетнюю историю, напоминая нам о воинской чести и доблести. А передачу хотим начать с праздника, который прошел в Доме детского творчества. А подробнее о нем расскажет наш корреспондент Даша Садовская. Воспитанники Дома детского творчества отнеслись к празднику со всей серьезностью, ведь сегодня они выступают перед настоящими защитниками, папами и дедушками. Остается беда той войны всех времен и веков, шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Выступления вокальных и инструментальных кружков сопровождались бурными овациями. Ребята на сцене держались как настоящие артисты. Они исполнили патриотические песни. Особенно понравилось выступление гитаристов. Они не первый год посещают кружок, и от этого выступление стало запоминающимся. Елена Владцева, Дарья Садовская, специально для новостей за школьной партой. Мальчики играют, мальчики поют. Вот такое простое название дали концерту, в котором приняли участие только мальчики, воспитанники музыкальной школы. Уже не первый год, 23 февраля, музыкальная школа отмечает таким необычным способом. Праздник устраивают не ребятам, а наоборот. И сегодня каждый из них смог блеснуть своим талантом. Ребята даже показали музыкальное, театрализованное представление. Жжет стучи к соседу. Эй, дружок, его! Дай-ка на минутку, не спою вино. А еще голубчик, дай-ка мне огня. Так как и закричал сердито, друг его в ответ. Ну что там за фигня? Никакой я нет. Я уже в постели, сплю давно. Во мне спят соседи, светится окно. Ну, сказать по правде, вовсе он не спал. Он утенка жарил и в сердцах ворчал. Не пущу со света, пусть потом всегда. Все свое жаркое, съем я лучше сам. Мальчишки радовали своих близких музыкальными номерами народных инструментов.
были самые приятные. Праздник удался на славу. Преподаватели музыкальной школы могут гордиться своими учениками. В преддверии 23 февраля в 5-й школе прошел конкурс под названием «Готов служить России». Ученики 7 и 8 классов состязались в интеллектуальных и творческих конкурсах. Строевая подготовка и умение зашивать пуговицы – это еще лишь маленькая часть того, что показали участники. Вот весело было. Давайте смотреть сюжет. Рыцарский турнир. Такое название дали ребята сегодняшнему конкурсу. И вправду, состязаться и показывать свои таланты пришлось не понарошку. Я думаю, нужно служить всем для того, чтобы армия воспитывает всех мужчин. Всего участвовало 5 команд из числа 7-8 классов. В первом конкурсе мальчишки познакомили зрителей и жюри со своими командами. Отвечали на вопросы, почему нужно служить в армии. 15 часов подорожный капитан Флёров первым в истории войны произвел смертельный залп по врагу. Реактивная установка БМ-13. Как она называлась? Катюша. В следующем турнире ребята продемонстрировали знания из истории Отечества. С блеском отвечали на вопросы ведущего. Военная подготовка, демонстрация физической готовности. Все эти умения мальчишки прошли с успехом. И даже конкурс на пришивание пуговиц их не смутил. Их они пришили на совесть. В творческом этапе конкурса также было сложно определить победителя, так как все команды подготовились к нему ответственно. В постановке танцев принимали участие и одноклассницы. Военные песни в исполнении участников не оставили зрителей равнодушными. И по итогам всех этапов победителем соревнования стал 8-й Б-класс, а именно Александр Васильев, Дарья Садовская, Вениамин Григорьев для новостей за школьной партой. На этом наша передача подходит к концу. Но мы хотим поздравить наших дедушек и пап с Днем защитника Отечества. Желаем вам здоровья и бодрости духа. Ребята, мы увидимся совсем скоро. До новых встреч в эфире. Пока. Пока-пока.